В турнире участвуют 50 участников из 11 районов республики и города Якутска. Чемпионат состоит из 7 туров. На основании установленных правил чемпионата Российской Федерации игроков разделяют по категориям: спорт слабовидящих, слабослышащих и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состав очень сильный. Выступают 3 мастера спорта, 5 кандидатов в мастера спорта. Это они раньше играли. Сейчас по разным болезням они сейчас выступают на этом чемпионате. Проходит 9-й раз с образования Центра адаптивных видов физической культуры и спорта 2014 года. Ежегодно спортсмены доказывают, что любой человек способен на многое. Для лиц с ограниченными возможностями необходим особенный инвентарь и правила. У слабослышащих спортсменов должны быть часы с световым дисплеем, и амплитуда звука должна быть выше, чем у других. У слабовидящих на часах и шашечной доске находятся специальные опознавательные знаки, а ходы записывают с помощью алфавита Брайля. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сокращается время игры. Со стороны организаторов чемпионата все эти факторы обязательно учитываются. В таких соревнованиях я впервые участвую. Вот раньше в Амгинском улусе было спартакиада ветеранов это. И вот сейчас я второй раз это будет. Здесь тоже участвую. Так люблю шашки играть. Шашки это очень полезно. Партию играли, это здорово играли. Это, со мной получилась такая игра с мастером, сильный соперник. Это ветеран. Я это очень уважаю. Турнир проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта, а также популяризации русских шашек среди людей с ограниченными возможностями. Победители этих соревнований примут участие в чемпионате на уровне Российской Федерации. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск.